Эти стены хранят вековую историю. Когда-то здесь много лет проживала семья Шервашидзе Чачба. Высокие потолки, просторные залы, изогнутые плавные линии, напоминающие стебли растений, волны или языки пламени. Княжеское имение. Об этом гласит и сама старинная надпись на балясине лестницы у входа в здание Шервашидзе. Здесь уже много лет располагается Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Учреждение Академии наук Абхазии было образовано в 1925 году. В преддверии юбилейной даты Абиги посетил президент Бадра Гунба. Он поздравил научных сотрудников с праздником. Кроме того, дал важные поручения по реконструкции исторического объекта. Дело в том, что научное заведение АНА давно нуждается в ремонте. Красивую, уникальную архитектуру здания важно сохранить. Посещал институт, общался с сотрудниками, с коллективом, и по итогам посещения института мною были даны поручения правительству о начале в следующем году реконструкции зданий Абхазского института. Думали, когда начать и как начать. Это требуется больших средств для того, чтобы сохранить образ нашего института. Да, я фотографировал, обращался, самые такие вот опасные места, обратился к президенту. Президент сам лично пришел, прошелся по всем кабинетам, увидел, убедился, что ремонт необходим для нашего института. И вот к юбилею, к столетию нашего института президент принял решение 2026 год отремонтировать, отреставрировать, сохранить здания, украшения нашего города. Это мечта наших ученых, не только тех, которые работают здесь, ученых, кавказоведов и всех тех, которые приезжают на наши конференциях и выступают. Здание Абиги было построено в 1912 году в стиле модерн. Изначально двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди, который затем продал имение княжеской семье. В советское время здесь же располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба. В преддверии распада СССР в конце 80-х годов в научном центре было создано общественно-политическое движение Эдгылара, которое отстаивало права абхазского народа. После Отечественной войны в здании временно располагалась администрация президента Владислава Арзенба, затем дом отдали под институт, так как здание на набережной, в котором до войны располагался Абиги, было сожжено грузинскими гвардейцами. Послевоенное время в здании проводились частичные ремонтные работы, однако этого недостаточно. 32 года неоднократно меняли кровлю, но не было такого ремонта частично в одном кабинете, во втором только так. Но в целом опасность по электропроводке. Мы не можем только в одном месте сделать, в другом месте так и оставить, потому что тогда, когда строили или в советское время, разные были провода, которые не несут никакой нагрузки. А сейчас с помощью электроприборов отапливаем, потому что нагрузка увеличивается, и это было опасно. Но за прошлый год и предыдущие немного кабинетов отремонтировали. Тысячи статей, научных работ, выступлений выдающихся ученых, международные научные конференции – все это в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Несмотря на сложности, научное учреждение ни на один день не прекращало свою работу. Ремонтные работы в Абхазском институте гуманитарных исследований начнутся в следующем году. Гугу Савардания, Фатима Гергия, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.